Тема нашей лекции – судьба крымско-татарских сказок в историческом времени. Когда начинают читать сборники крымско-татарских сказок, многие обращают внимание, что они похожи на эти сказки, наши сказки, похожи на сказки других народов. Просто все сказки народов мира похожи друг на друга. Почему? Потому что, зародившись где-то в индоевропейской среде, на территории Индии, эти сказки расходились по мере развития человечества по всему миру. И сейчас можно найти сюжеты сказок, которые записаны еще в Древнем Египте, и они как-то откликаются в сюжетах сказок наших. Почему это происходило? Потому что складывались сказки в определенные периоды жизни народов, и чаще всего в первобытное, в языческое время. И поэтому структура сказок очень похожа, особенно похожи друг на друга волшебные сказки. В основном волшебные сказки – это о том, как поставить перед собой цель и ее достигнуть. И эти сказки очень и очень друг на друга похожи. Но мы говорим о крымско-татарских сказках. Крымско-татарскими сказками мы называем сказки, которые созданы на территории нашего полуострова, на нашем крымско-татарском языке. Как бы они ни были похожи на сказки других народов мира, они имеют свой национальный колорит. Даже в волшебной сказке мы всегда увидим отголоски какой-то национальной истории или национальной легенды. Не нужно ждать от крымско-татарских сказок вот какого-то совершенно невероятного национального колорита. Нужно их вдумчиво читать, рассматривать как бы с лупой. Мельчайшие детали нам подскажут, что в них есть крымско-татарская народная мудрость, крымско-татарское лукавство, крымско-татарские представления. Записанные до войны крымско-татарские сказки дошли до нас в очень небольшом количестве. Но если каждый сказочник знал больше 100 сказок, они между собой еще соревновались ведь. Я знаю, а ты не знаешь. И они знали не одни и те же сказки. Каждый знал, у каждого сказочника наверняка был свой репертуар. Об этом говорится, кстати, вот на этом совещании. Если сравнить с Турцией, вот сейчас они пишут, турецкие ученые, что известно 3800 сказок. 3800 сказок. Конечно, у нас по сравнению с Турцией успели записать именно в довоенное время. Кто стал записывать сказки и поведал всему миру на русском языке, стал Василий Кандараки. Но дело в том, что эти сказки, которые он опубликовал в 1870-е годы на русском языке, в своей знаменитой книге «Универсальное описание Крыма», совершенно переделаны, и мы не можем считать их настоящими крымско-татарскими сказками. Потому что они на русском языке, они не имеют оригинального подтверждения, то есть мы не можем найти соответствие на родном языке, как они рассказывались. Наиболее авторитетным изданием крымско-татарских сказок нужно назвать
книгу «Образцы наречий крымских татар», которую опубликовал в 1896 году академик Радлов. Записывал эти сказки он вместе со своими учениками в 1886 году, то есть за 10 лет до выхода книги. Записывались не только сказки, но и другие произведения устного народного творчества. Это наиболее значимый момент в истории нашей культуры. Но следует сказать вот о чем. Радлов – тюрколог знаменитый, с мировым именем. Он и его ученики записывали сказки действительно от крымско-татарских информантов, действительно от сказочников и от кидаев. Но цель была не записать сказки, а записать наречие, изучить наречие, то есть язык, диалекты. Поэтому сказки писались специальными обозначениями. Называется в науке транскрипция. То есть важно было передать Радлову звучание крымско-татарской речи. Но все равно мы ему очень благодарны, что ставя цель лингвистическую, ставя цель диалектологическую, он в конце концов около 20 сказок завершенных, стилистически оформленных, успел записать. И вот это первое авторитетное издание крымско-татарских сказок, записано в 1886 году, опубликовано в 1896. Дальше, как записываются и как изучаются крымско-татарские сказки, какой-то большой промежуток времени крымско-татарские сказки записываются и публикуются на русском языке, они публикуются на крымско-татарском языке, особенно в моменты в начале 20 века уже, когда Крым становится курортом, туристы и курортники интересуются, но на крымско-татарском языке ничего либо не было записано, либо мы не знаем. До нашего времени ничего не сохранилось. Поэтому сказки стали записываться целенаправленно уже в советское время. В 1936 году составителем сборника явился видный писатель крымско-татарский Умер Ипчи. Создал сборник, в котором представлены 1,5 десятка сказок. Пока мы считаем, что это первый сборник, целенаправленный такой. Причем этот сборник имеет вступительную статью Умера Ипчи и первую публикацию «Текерлеме». Что такое «Текерлеме»? Это присказка. В 1937 году был опубликован сборник крымско-татарских сказок, подготовленным Алупкинским музеем. Участь создателей этого сборника трагична. Почти все они были репрессированы. Но здесь возникает интересная деталь. В 1937 году опубликован на татарском языке, и тот же сборник почему-то вышел в 1936 году на русском языке. На родном языке следующий сборник. Это сборник, подготовленный уже научно-исследовательским институтом, 1941 год. Этот сборник настолько не сохранился, что даже специалисты не знали, что вообще он существует. Пришлось мне делать сканер постраничный 1941 года, чтобы его переиздать. Он теперь в огромном количестве, большим тиражом издается. 1941 год. Крым-татар
халк масаллары, крымско-татарские народные сказки. Большая вступительная статья Керима Джаманахла и более 70 сказок. Это, по-видимому, наиболее полное собрание, нам известное наиболее полное собрание крымско-татарских сказок. В этом сборнике есть и 4 дестана лирических о любовных историях, но они очень и очень напоминают собой сказки, и это тоже проблема. Видимо, их нужно изучать в связи с влиянием уже сказочного жанра. 41 год. На обложке этого сборника написано «Первый том». И отец в отчете своего сектора в 41 году писал, что в 42 году должен выйти из печати 2-й том сказок. То есть примерно столько же, 70, может быть 80 сказок должны были войти во 2-й том. Сборник 1941 года подписан в печати 26 июня 1941 года. То есть уже шла война. 26 июня подписан в печати. И успел выйти. Каким тиражом он вышел? Война уже шла. Вот такова судьба. 2-й том неизвестен. Материалы для этого тома, конечно, хранились в стенах этого научно-исследовательского института. Дальше история крымско-татарских сказок связана с историей крымско-татарского народа. Только в 1959 году удалось издать новый сборник. Это тогда, когда уже начали выходить крымско-татарские газеты, появился первый крымско-татарский ансамбль, и все это уже происходило в Ташкенте. Знаменательно, что на обложке читаем «Татар халк масаллары». Слово «крымский» использовать было невозможно. То есть татарские народные сказки. Кто их знает, какие они татарские? Казанских татар, сибирских татар. Составителями 2-го сборника, 1959 года стали Юсуф Булат, Рагат Кадыр и Керим Джаманахлы. Возрождение крымско-татарского языка, крымско-татарской культуры не случайно начинается вот с издания крымско-татарского сборника сказок. Не случайно. Все и писатели, общественные деятели, и участники национального движения возвращения на родину считали, что первым делом нужно, чтобы дети и взрослые читали свои народные сказки. Это 1959 год. Сборники крымско-татарских сказок стали появляться один за другим только уже после 90-х, после начала 90-х годов. О них говорить мы будем в общих чертах, но важно, что крымско-татарские сказки сохранились в диаспоре. И оказалось, что они очень хорошо записаны. Не только сказки, но и дестаны. Особенно значительный сборник издан в начале 70-х годов в Румынии, который называется «Аюк Лак Батыр». Это сборник около 130 сказок на крымско-татарском языке, издан в Румынии. В позднем варианте, уже в 90-е годы, появляется интересный мотив. 3 детей у дочери падишаха называют символическими именами. В румынском варианте этого нет. Обратите внимание, имена. 3 детей, имена. Нидам, Неолдам, Неоладжак. Кем я был, кем я стал и кем я стану. В сознании народа сохраняются и передаются из уст в уста те мотивы, которые особенно значимы для народа. Кем ты был, кем ты стал
и кем ты станешь. Так варианты, сравнительное изучение вариантов помогает нам осознать изменения в структуре крымско-татарских сказочных текстов под влиянием исторических событий. В 90-е годы издаются сборники Аблязиза Велиева, издаются многочисленные сборники уже после возвращения в Крым. Есть двуязычные сборники Нозета Умера, Крым-татар халық масаллары на крымско-татарском и на украинском языке. Есть академическое издание крымско-татарских сказок на родном языке и на украинском языке во Львове, уже в наше время. Но сразу можно сказать о том, что это все те же самые сказки. Основное ядро их составляют сказки, записанные Радловым, записанные Керимом Джаманахло и опубликованные. К сожалению, очень мало в эти сборники вносятся сказок, записанных после 90-х годов уже. Хотя роль нашей прессы огромна. И Яңа Дөнья, и Крым, и Йылдыз журнал постоянно публиковали крымско-татарские народные сказки. Есть сказки на портале Татарбук, крымско-татарские. После открытия кафедры крымско-татарского языка и литературы в ТНУ кафедрой заведовал известный фольклорист Джефер Бекиров. Ему мы должны быть благодарны за то, что он создал хрестоматии по фольклору. Там есть крымско-татарские сказки. Ему мы должны быть признательны за то, что он первый учебник по фольклору написал настоящий. И там есть большие разделы о крымско-татарских сказок. Конечно, в 21 веке все нуждается в серьезном очень уточнении, выяснении многих деталей, в том числе вот даже история публикации крымско-татарских сказок, она не написана. Есть группа современных ученых, которые так или иначе публикуют статьи в научных изданиях о сказках. И иногда они сопровождают свои научные публикации обнародованием каких-то неизвестных текстов. В основном крымско-татарские сказки издаются для детского чтения, и это очень хорошо, это правильно, потому что любая сказка, она содержит матрицу национального сознания, матрицу национального менталитета. Так же, как колыбельная, так и детская сказка, специально переработанная для детского сознания, конечно, она закладывает основу национального сознания и основу национального поведения. Но это сделано пока недостаточно. Крымско-татарская сказка пережила всю историю своего народа. Настало время собрать все, что разбросано по газетам, журналам, другим изданиям, систематизировать, обобщить и издать академическое полное собрание крымско-татарских сказок.